выполнению первого задания, а именно таблица обществ, схема императоров, работа с изображением. 3 задания в одном. Приступить к выполнению, 10 минут, время пошло. Урок истории. Тема «Восстание декабристов на Сенатской площади». Проводит его молодой и перспективный преподаватель Вочель Андрей Вячеславович. Он приехал в Сосногорск из Дзержинска Нижегородской области по программе «Земский учитель». Когда-то он и представить себе не мог, что будет работать в школе и станет достойным примером своим ученикам. Учителем стал случайно. Почему? Потому что изначально была выбрана профессия богослова. Я сам жил долгое время в Дивеево, у меня было направление в Московский православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Но получилось так, что по приезде в Москву я понял, что немножко не мое. И возвращаясь, я узнал о Нижегородском государственном педагогическом университете, куда поступил в 2008 году. После окончания учебы в родном Дзержинске проработал 11 лет и даже успел потрудиться заместителем директора. Но в 2022 году решил принять участие в федеральном конкурсном отборе «Земский учитель». К выбору региона для переезда подошел очень тщательно. Изначально Республика Коми не прельщала особенно, но сравнив условия проживания, сравнив заработную плату, сравнив место расположения региона и города Сосногорска, определился, что именно в Сосногорск. Андрей Вочель успешно прошел конкурсный отбор и вот уже 1,5 года работает в Сосногорской школе номер 5. Совмещает должности учителя истории и заместителя директора. С собой привез и семью, жену и 2 детей. Конечно, без сложностей в первое время не обошлось, но помогла поддержка. Нашлись люди, в том числе и школы, это директор, это учителя, которые провели экскурсию, все показали, все рассказали. Супруга устроилась работать в детский сад, то есть она тоже воспитателем поработала недолго, сейчас она работает в МФЦ. Я же, определившись в школу, сразу же нашел общий язык и с коллегами, и с детьми, потому что дети везде одинаковые, программа везде одинаковая. Удивил семью снег в мае и количество кровососущих в летний период. На родине такого нет, а вот мороз, как выразился учитель, здесь добрее и гораздо легче переносится. Отметил преподаватель и красоту нашего края. Говорит, здесь красиво, чисто и свежо. В городе Сосногорске достаточно развита инфраструктура в плане культурных учреждений, спортивных учреждений. У меня 2 детей, и я не буду ломать голову, куда я их отправлю, учиться, заниматься. Они у меня будут посещать эти спортивные и культурные учреждения. Трудностей с зачислением детей в садик не возникло. Жена без труда нашла работу. А на выплату по программе «Земский учитель» семья исполнила свою большую мечту. Дело в том, что в городе Дзержинске мы долгое время проживали в однокомнатной квартире вчетвером. Но было очень сложно. Дети маленькие, места не хватает. Приехав в город Сосногорск, получив эту выплату в 1 миллион рублей и добавив деньги из материнского капитала, мы приобрели 3-комнатную квартиру в хорошем районе, сделали ремонт, и теперь у нас у детей есть свои комнаты, у нас есть своя комната. То есть это действительно осуществилась мечта. Труд молодого педагога по достоинству оценивает и руководство, и, самое главное, дети. Про своего учителя истории ребята говорят только хорошее. У него современные подходы такие всегда. В виде игр, презентаций интересных. Всегда на позитиве, очень любит детей, очень любит свою работу, хорошо преподает. К слову, сейчас в Сосногорском районе по программе «Земский учитель» открыты 3 вакансии. Требуются учителя математики и информатики в Нижнем Одессе и Ирайоле и учитель русского языка и литературы в 5-й школе Сосногорска. И федеральная программа – отличная возможность для специалистов получить государственную поддержку и наработать педагогический опыт. Любовь Лапина, Мария Ледовских, Павел Дурников, телеканал Юрган, Сосногорск.